сорваться у самой вершины и снова мучительно покорять ее. Однажды подкорится усталость, и щупальца разочарования снова сомкнутся у тебя на горле. Господи, если Ты где-то есть, сделай хоть что-нибудь в моей жизни. Стоит споткнуться, а стервятники уже тут как тут. Кружат, кружат. Но я не падаю в конце концов. Я человек. Я докажу. Я возвращу все то, что утратил. Я восстановлю все то, что потерял. Назарет. Это уже пройденный этап. Были мы там. Господи, я же если кому-то глаза открывал, очищал прокаженных, воскрешал мертвых. Ну сделай хоть что-нибудь в моей жизни. Ну собери мои осколки, если они тебе еще понадобятся. Сделай хоть что-нибудь. Ну почему так много подлецов, а глупцов без счета? Подчас кажется, весь мир состоит из них. А как бы не хотелось быть в их числе. Господи, если Ты есть, плохие мертвые стали встречаться чаще. Двери закрыты, заколочены наглухо. И мы живем за этими стенами, за этими дверями. Живем, скорее существуем, чего-то ждем, пытаемся выжить. Господи, как все это надоело! Если Ты где-нибудь есть, сделай хоть что-нибудь в моей жизни. Неужели так высоко, что не видишь, сколько проклятия здесь внизу? Если Ты есть, сделай хоть что-нибудь. Вся наша жизнь загадка, в плену своих вопросов хочу найти ответ. Откуда жажда жизни, откуда страх пред смертью? Во тьме кричу я в небо, о скоро ли рассвет? Туманная завеса скрывает мне дорогу, мрачнеет горизонт, мне дальше не пройти. Так кто же я такой? В гостях ли на планете? Или это дом родной? Куда же мне идти? Кто поможет открыть этот дверь? Грешной землей и небом святым стена. Как не встретиться с ним, светлый зон, как пустынная жажда. И как листья сухие летят, а ночи без сна.
мне не дает. Мне хочется добра, святых желаний много, но в жизни все не так, все наоборот. Хочу любить людей, ненавижу, хочу иметь друзей. Увы, я одинок, пытался я взлететь, но крылья перебиты, и я ненавижу смерть и траурный венок. Кто поможет открыть эту дверь, за которой правда между грешной землей и небом святых стена? Как мне встретиться с ним, сердце зорко, пустынная жажда. Не как листья сухие летят, а ночи без сна. Глухая надежда, ночи без сна. Не сулит ничего, чужая страна. Глухая надежда, где отчизна моя? Неужели тупик и глухая стена? То ли сон, то ли я прохожу Рубикон, то ли брод, то ли плавь сквозь истории сто. Прохожу через бурлящую мутную реку времен. Как же это понять через толщи веков? Вся история вспять слушает вечности зов. Свет забрежил вдали, тьма ушла, сорван тайный покров.
Прости, молчи, прости, молчи, молчи, прости, молчи. Они не знают, но знаешь, ты от путей борьбе. За них умираю, и знаю, не зря я страдаю. Открой им суть жертвы моей.
глухая стена, грех — это бездна и пропасть без дна, небо без звезд, а ночь так длинна, без сна. Грех произвел неприступнейший вал, ты уходи, когда я взывал, руки свои я к тебе простирал, я звал. Я не хочу жить за завесой, я не хочу жить за стеной глухой. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Я люблю тебя, не чужой и не очень, я добрый отец, я очень родной. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой. В небо открыт единственный путь, Отец через сына желает вернуть потерянный рай для тебя и меня. Вот в чем суть. Иисус, спасение, открытая дверь. Входи, человек, и живи без потерь. Царствие мое, нет страданий и зла, о, поверь. Жить за завесой я не хочу.
за которую правда. Между грешной землею и небом светлым нет преград. Через жертву Христа я навеки избавлен от ада. Я не грешник, теперь я святой, нет дороги назад. Он помог мне открыть эту дверь, за которой правда. Между грешной землей и небом святым нет преград. Через жертву Христа я навеки избавлен от ада. Я не грешник теперь, я святой, нет дороги назад. Он помог мне открыть эту дверь, за которой правда. Между грешной землей и небом святым нет преград. Через жертву Христа я навеки избавлен от ада. Я не грешник теперь, нет дороги назад. Он помог мне открыть эту дверь, за которой правда. Он простил мне грехи, он преграду разбил, путь прав. Я не брошенный сын, я не раб, не свободен награда. Я теперь Божий сын, мой Отец ждет меня в небесах. Он помог мне открыть эту дверь, за которой правда. Он простил мне грехи, он преграду разбил, путь прав. Я не брошенный сын, я не раб, не свободен награда. Я теперь Божий сын, мой Отец ждет меня в небесах. Он помог мне открыть эту дверь, за которой правда. Он простил мне грехи, он преграду разбил, путь прав. Я не брошенный сын, я не раб, не свободен награда. Я теперь Божий сын, мой Отец ждет меня в небесах. Он помог мне открыть эту дверь, за которой правда. Он простил мне грехи, он преграду разбил, путь прав. Я не брошенный сын, я не раб, не свободен награда. Ты теперь Божий сын, мой Отец ждет тебя в небесах. Ты теперь Божий сын, мой Отец ждет тебя в небесах. Ты теперь Божий сын, мой Отец ждет тебя в небесах. Ты теперь Божий сын, мой Отец ждет тебя в небесах. Ты теперь Божий сын, мой Отец ждет тебя в небесах. Ты теперь Божий сын, мой Отец ждет тебя в небесах. Ты теперь Божий сын, написано, это терпение Божье. Почитайте спасение. Он долготерпит. Он терпит до самой последней секунды. Но придет время, когда вдруг закроется дверь. Вдруг церковь будет восхищена. Слово Божье будет восхищено от земли. Слово Божье не будет больше действовать. И тогда не поможет тебе твоя вера. Не поможет. Так говорит Слово. Будут ходить от моря до моря. Будут искать это слово спасения, но не найдут. Дверь спасения закроется. И точно так же, как часы приближаются к 12 часам, точно так же приближается эта стрелка, заканчивается спасение Божье, заканчивается благоприятная время для язычников. Но сегодня Господь говорит каждому из нас, Он говорит, приди ко мне, приди,
Я жду тебя. Он распростертыми руками Иисуса. Он хочет объять всех людей, живущих на земле. И Он показывает свою любовь. И пусть Бог благословит нас познать эту мысль. Познать эту сокровенную мысль, которая была от начала до творения земли, до творения человека, его сердце. Послание Петра, первое послание Петра, 1 главе, 18-20 стихе написано: «Зная, что не тленным серебром или золотом ты искуплен от суетной жизни, но драгоценной кровью Его Сына ты искуплен от ада». И теперь тебе нужна вера. Вера в Иисуса Христа, как жертвенного Отца за твой грех. Вот человек, Господь сегодня говорит тебе: приди к Нему. Приди к Нему, прими Его, и ты будешь спасен, как был спасен некогда Израиль. Прими Его как жертву за твой грех. Он умер за тебя, за меня и тебя. Меня Он спас. А ты, где ты, брат мой, друг мой, где ты есть? Когда Иисус ходил на земле, Его привели к Пилату. И Пилат вышел к народу и сказал: кого вам дать? Варнаву тоже называли Иисусом. Варнаву разбойника, которого мы читаем в Евангелии, тоже называли Иисусом. Он спрашивает: кого вам дать? Варнаву или Иисуса? И вся толпа кричала: Варнаву! Варнаву! Другого Иисуса! Варнаву! Их разум не понимал, что делать. Их сердце было закрыто. И как раз не читал. Одни усомнились, другие насмехались, а третий принял это Иисуса. Отдал ли ты Ему свою жизнь в вере? Отдал ли ты Ему? Посвятил ли ты самого себя для Него? Или ты живешь в своем разуме? Или ты еще пытаешься что-то сделать, чтобы заработать праведность в глазах Божьих? Нет, мой друг. Христос воскрес! Аллилуйя! Христос воскрес! Христос воскрес! Всех людей на земле, чтобы дать новую жизнь, способную разбить любое зло, любую неправду, любую нечистоту. И только жизнь Иисуса может это. И если ты сегодня живешь в положении Иисуса жизни, в тебе совсем нет, или ее совсем мало. О, друг, помни, что через веру были жертвенного Отца, Израиль был спасен. Он был спасен, и меч учителя прошел мимо. Он верил в Слово, Слово Бога, сотворившего небо и землю. Бог сказал: увижу и пройду. И Бог смотрит сегодня в твое сердце. Он смотрит в твое сердце. Видит ли Он кровь Иисуса там? Видит ли Он в твоих мыслях, в твоем разуме кровь Иисуса? Если Он видит, то ты спасен. Если ты отверг Его, ангел-убитель придет на тебя. Возлюбленный Господом, сегодня день спасения. Деяния апостолов, 10 главе написано: сегодня время благоприятное, сегодня день спасения. Аллилуйя!